Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто вас любит всем сердцем и душой? Кто этот мужчина? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как будто бы вы знаете ответ. Как будто бы ответ вам известен, кто любит. Ну, по крайней мере, догадываетесь прям 100%. Девушки, женщины, мои хорошие, вы все разные, да? Кто-то меня смотрит, находится в отношениях, кто-то смотрит, отношений нет, но были, а кто-то смотрит и кого-то вот вспоминает, да? На сердце содержит, так скажем. Я вижу, что вы сами знаете, кто вас любит. Любит по-настоящему, всем сердцем и всей душой. При этом показано, что мужчина вам об этом достаточно часто либо говорил, либо говорит в сегодняшнем дне. Да, вот я тебя люблю, ты мой свет в оконце, ты женщина моей судьбы, ты для меня единственная во всей нашей солнечной системе, да, в галактике. Он вам об этом говорит, он не скрывает своих чувств, никогда их не скрывал. Ну, как бы да, мужчина не святой, я это вижу, и вижу, что была какая-то напряженка, либо есть напряженка в отношениях сейчас. Смотрите, у кого-то бывший, да, кого вы сейчас, ну, не особо готовы, рады видеть, а у кого-то настоящий мужчина, а у кого-то кто-то, с кем у вас, возможно, даже сейчас как полноценного общения нет, либо общаетесь в интернете, допустим, да. Вот мужчина вам говорил, что он вас любит. И говорил много раз, мне идет. Другое дело, что вы больны верить, либо не верить. Но мужчина был честен с вами. У мужчины сложный характер, и у мужчины, ну, достаточно такая вот жизнь неспокойная мне идет. Какой-то немножко взбалмошный, либо он такой легкий на подъем, его легко запутать. У кого-то вот отыграет, что было вмешательство в его личную жизнь, в вашу общую личную жизнь. А он не мог противостоять этому вмешательству, либо он шел на поводу этого вмешательства. Вот кому-то мама жить его не давала спокойно, кому-то там соперница не давала жить спокойно, кому-то, может быть, там еще что-то, да, друзья, например, не давали жить спокойно. А мужчина, который мечтает о больших деньгах, мужчина, который верит в свою счастливую судьбу, звезду судьбу. Почему-то он считает, что ему в жизни должно повезти, что он вот родился быть, там, не знаю, каким-то известным, богатым, знаменитым. И да, он очень много, ну, неудач претерпел за это время. Может быть, поэтому вы к нему охладели. Ну, а может быть, потому что мужчина не давал вам то, чего вы ждали по-настоящему. Да? Ждали семьи, ждали тепла, заботы ждали. А он все время там в облаках летает. Ну и не могу также сказать, что он плохой человек. Скорее всего, еще не сформировался до конца как мужчина. Такое иногда бывает. Мужчины вроде и взрослые, там и в паспорте уже достаточно годиков, а душа, сердце как будто бы у юного парня, да, вот в пубертате, там 14-16 лет. Говорил не раз и еще не раз скажет. Вы понимаете, вот то, что вижу я, путь к счастью, он настолько витиеватый, он настолько трудный и трудный для двоих. Потому что женщина в этой паре более взрослая идет, мне именно ментально взрослая. Да? Вы можете быть младше, чем этот мужчина, но вы ментально более взрослая. А мужчина, ну, как ребенок, вот почему-то мне показано. Как ребенок. Да, он говорил о своих чувствах и будет говорить. И да, он никуда не девается, понимаете? Он никуда не девается. Даже если сейчас не вместе, ну, это не значит, что вы расстались навсегда. Это не значит, что он уже больше никогда не появится.
Если вы уже вместе, девочки, да он вас никогда не отпустит. Он будет плакать, он будет рыдать, тянуться там по полу, за ногу вам схватится, либо за подол вашей юбки. И не так-то просто будет с ним расстаться. Если вы общаетесь в интернете, например, ну вот он где-то там далеко живет от вас, так он спит и видит, как бы приехать к вам, забрать вас к себе, либо самому к вам туда перебраться. Но опять же, смотря какая ситуация между вами, ну, кто в какой стране живет, либо в каком городе. И если вот какая-то ссора у вас с ним произошла, может, вы его там блоканули, да, от греха подальше, то мужчина спит и видит, да, чтобы к вам прийти, вас вернуть, сделать все для того, чтобы вы опять были его женщиной. Ну, не может он без вас, он вас полюбил, а он, судя по всему, однолюб. Да, возможно, он такой немножко ветреный, но, тем не менее, он однолюб, и его сердце принадлежит только лишь вам, и душа тоже принадлежит только лишь вам. Но что-то вот мешает, что-то мешает с его стороны. Давайте я карты возьму. Потому что мне идет, что вы ему не верите. Либо вы не хотите ему верить, либо вы устали верить и ошибаться. Ой, ну что-то мешает. Что-то мешает. Он женат, может быть. Это мешает. Либо наоборот, вот замуж не зовет. Да? А может, вы хотите замуж, но он зовет, но при этом вы понимаете, что жизнь будет какая-то странная, чудная, да? Что мне такого не надо, мне нужен постоянный мужчина. Мы с вами делаем общую отсыпку. И здесь, в принципе, может проиграться что угодно. Да, у кого-то 100% отыграется, что мужчина не свободен, и вот вроде и любит, и хочет, и говорит вам про любовь, но типа не разводится. Но он об этом думает, и, скорее всего, он к чему-то готовится. Я же говорю, вот неспокойная душа, и как ребенок, вот какой-то наивный, непостоянный, немножко несерьезный, в облаках летает, мне идет. Давайте посмотрим, почему не верите, что за проблема, почему не верите, почему вы ему не верите. Ну, тут обижена, тут есть претензии, вы ему давали много раз шансы на то, чтобы исправиться, а он как бы мужчина для всех, что ли, как правильно сказать, и вашим, и нашим. Не отличается постоянством, и у него слова с делом расходятся. Вы не верите в то, что он вас любит, да? Вы в это не верите. Давали много раз шансы. Теперь вот хочется либо метлой по голове дать, либо вымести его из своей жизни раз и навсегда, за ним, не знаю, там, святой водой пол помыть, да, чтобы больше не возвращался. Так, ну что с ним происходит? Почему он такой? Почему он вас так сильно раздражает? Мне идет, что раздражает. И вот мне тоже кажется, что вы его взаимно любите. Любите и жалеете, мне еще идет. Если не права, напишите в комментариях. Вот стойкое чувство, что вам прям жаль его. Думаете, ну, без меня же пропадет. Да? Вроде и мне не очень нужен, но и без меня пропадет. Как этот пресловутый чемодан без ручки. И тащить тяжело, и бросить жалко, да? В чем его проблема? Мужчины, который вас любит, в чем его проблема? В чем его проблема? Ну, тут родовой секрет есть. Родовой секрет, дерево, карта рода, семьи. Там, наверное, все мужчины такие нестабильные, либо с прибабахом, а может быть до определенного возраста они такие, а потом, ну, либо пан, либо пропал, да, либо мужчина избавляется от этой всей неправильной программы установки, либо мужчина в этом остается и уже до конца сидит. Здесь семейная проблема. В его роду, в его семье есть такая вот проблема. Родовой сценарий, родовое проклятие, программа рода такая. Карма рода такая. Ну вот что-то есть. Ну он не сам по себе такой. Не сам по себе. Вообще он должен быть очень удачливым человеком. Либо вот он вам говорит, что я верю, мне повезет. Он вам правду говорит. Он в это верит. И он это чувствует. Ему удача есть по судьбе. Но чтобы эту удачу получить, ему не одну гору нужно перейти. Да? Вот какие-то навыки получить, стать сильнее, стать умнее, стрессоустойчивее, более, что ли, как-то
сосредоточенным, сфокусированным надо стать. Ну, программа рода мне идет. Ну, давайте посмотрим, как ваш справится, не справится и когда это приблизительно будет. Потому что он вас очень любит. И я говорю, он не разлюбит, он будет любить вас до конца. Вы роковая женщина, вы женщина его судьбы. Ну, какую другую женщину он может вместо вас полюбить? Нет, нет. У него одна женщина на всю жизнь. У вас, конечно, тут несколько мужчин, но вы у него одна женщина на всю жизнь. Да. Но у него либо род отца такой вот немножко не такой, либо род матери. Один род его тянет вниз, а другой наоборот может возвысить. Ему просто нужно переключиться с одной программы на другую. Но в жизни это, знаете, как может отыграться, что вот брать пример не с отца, а, например, там, с деда. Да, отец, род отца, и дед, род матери, да. Либо наоборот, смотря где у него там проблемы были. Хорошо, получится у него выйти из этого всего. Башня, башня, судьба. Получится. И корабли показали, значит получится. Но будет тяжело. Будет тяжело, придется себя ломать, придется заново себя собирать, сшивать. Но такая у него судьба. Либо у него в жизни должно произойти такое событие переломное, такое вот, знаете, максимально болезненное, неприятное, после чего у него вот прям корабль и выход. Давайте посмотрим, когда это будет. Ну, тут какая-то женщина станет триггером этого события. Кстати, возможно, вы. Да, возможно, вы. Вот эта любовь к вам приведет его к тому, что он переживет это событие. И мне идет, что время, ну, это год, следующий год, либо через год у кого-то отыграется. Лучше, конечно, следующий год, а не через год. Через год это слишком долго. Ну, смотрите, как карты показали, так я и говорю. Умная женщина поможет ему жизнь исправить. Больно. Женщина сделает ему больно, либо из-за женщины будут какие-то максимально болезненные неприятности, после чего он действительно пойдет на поправку. Мне вот идет, что это все-таки вы, эта женщина. Да, это вы, эта женщина. Вы его должны за уши вытащить. Ну, не в прямом смысле, нет, не в прямом. Это не ваша обязанность там кого-то бежать, спасать, на себе тащить. Но благодаря вам, благодаря тому, что вы его там прям мощно так заденете, зацепите, там коса выходила, и это станет вот этой точкой перерождения, перезапуска основных программ. И идет, что у него родовая система, одна ветка прям такая вся порченная, знаете, вот прогнившая, трухлявая, там черви сожрали. А вторая ветка, наоборот, какая-то благодатная, изобильная, очень сильная, мощная. Сейчас он идет по вот этой ветке, которая плохая, но он может переключиться на хорошую ветку. И именно женщина ему помогает этого добиться. И эта женщина – это вы. Может быть, вы задавались вопросом, да, ну на кой мне сдался такой мужчина, вот ну не могу я его забыть, да, не могу я с ним развестись, не могу я ничего с ним поделать, вот пристал как банный лист. Либо какая-то зацикленность у вас на этом мужчине в голове. Вы стараетесь о нем не думать, вы стараетесь его заменить другим мужчиной, все равно не получается, все равно к нему тянет. Он снится, он появляется, он прям является вам. Это все из-за этого, скорее всего. Да. Мне идет, что он любит вас, а вы и любите, и жалеете его. Что-то есть в нем такое детское, трогательное, как будто вы, знаете, маленький ребенок, которого хочется защитить. Такой наивный, глупенький. И вот у вас, скорее всего, еще и материнский инстинкт срабатывает на него, и вы думаете, ах, жаль, жаль, ну как так, да? И жалко, ничего с собой поделать не могу. К другим мужчинам вы такое не испытывали. С другими мужчинами, вот если что не по-вашему, так вы очень быстро разрезали эту связь, отсекали просто этих мужчин, очень жестко отсекали.
и даже ни за одним из них не плакали. А вот этот мужчина, он для вас какой-то особенный. Вы понять не можете, что. Я вам скажу, да, это судьба. По судьбе вы встретились, и по судьбе у вас вот это все началось. Судьба свела, судьба и объединит. Ну, любит, он вас любит. Он из-за вас очень много страдает, мучается из-за вас. Он понимает, что он что-то делает не так, но не до конца понимает, что. Вот ему кажется, что вы такая обидчивая, да, что вот вы на него обиделись, а он бедненький, не может себе места найти, не понимает, что он не так сделал. Но это как-то, знаете, и страшно, и смешно на самом деле. Но вы знаете, кто вас любит. Без меня знаете, без песка знаете, кто вас любит. Это правда. Он вам это говорил, говорит и еще будет говорить. И это будет правда. Хотите верьте, хотите нет, но его сердце к вам очень честное, по-настоящему любит, крепко любит, очень крепко. Ну вот единственное, да, вы единственная, кого он смог полюбить и кого он будет любить. Никого другого не полюбит. Ну, даже детей своих не так будет любить, как вас любит. Даже если вы ему детей родите, все равно он вас больше всего будет любить. Да, именно это проигрывается. А вот эти все женщины, которые там путаются с его стороны, они для него никто, понимаете, никто. Может, он как-то не совсем корректно на них реагирует, либо вам кажется, что они корректно реагируют. На самом деле это никто. Это пустые женщины, как это, пустое место, пустые женщины. Все. Это все, что я могу вам сказать. Переломный момент — это, да, следующий год, либо через год произойдет. Когда мужчина, ну вот, как я сказала, вырастет, наконец-таки вырастет, станет вот таким вот орлом, добычу вам несет. А сейчас, видите, вот такой вот зайчик. Такой миленький зайчик, очень такой, как жалостливый зайчик. Он должен стать орлом, но через переломный момент. Такая судьба у мужчины. Почему у вас такая судьба, мучиться с ним? Ну, а может и не мучиться, да? А может быть, ваша душа тоже проходит определенный урок и растет в своем опыте. Подумайте с этой стороны. В жизни нет случайностей. Случайности, они не происходят с людьми, вот как принято считать, да, вот случай. Нету такого случая. Все это закономерно. Как прописано, так и сбудется. И если вам это на роду было написано, так вы это и проживете. Я вижу, что вы ему еще шанс дадите. Именно вы дадите шанс. Скажете, ладно, давай попробуем. Уговорил. Ну, а может и не уговорил, может вы и сами будете не против. Но в нем есть что-то очень хорошее. Что-то, что вы словами объяснить не можете, но вы это чувствуете. Очень-очень хорошее что-то в нем есть. Такое теплое, родное. Я тоже не могу объяснить словами, что вы чувствуете. Но это настоящее чувство. Настоящее и действительно может согреть это чувство. Если этот мужчина не свободен, он точно ради вас разведется. Если где-то далеко живет, но он сделает все, чтобы вы вместе жили. Если мужчина, ну, допустим, сейчас с вами отношения не строятся, то он сделает все, чтобы вас удержать рядом с собой, чтобы вы не расстались. Ну, вы и сами это прекрасно понимаете, да? Ну, с чего бы он вам снился? Но почему он вас все время преследует? Да? Потому что любит вас, любит по-настоящему и сердцем, и душой. Да, вы госпожа, вы хозяйка его сердца. Ну, то, что вы себя немножко не чувствуете хозяйкой, это другой вопрос. Но по факту именно вы хозяйка его души и сердца. Вы дадите ему шанс, вы дадите. А он будет стараться стать вот этим орлом и нести вам будет все время какую-то добычу, не знаю, деньги, что, имущество, что-то будет нести вам. И это не разовая акция, я так понимаю, будет на постоянке. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.